6 июля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,45 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,17 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,75 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,50 до 10,60 сомони, 1 евро от 10,90 до 11,10 сомони, 1 российский рубль от 0,1725 до 0,1745 сомони. В среду утром цены на нефть растут, инвесторы опасаются возникновения нехватки черного золота на рынке. Опасения подкрепляют новости Норвежской нефтегазовой ассоциации о закрытии нескольких месторождений на фоне забастовок профсоюза управленческого персонала Ледерне. При этом продолжает сдерживать рост нефтяных цен вероятность экономической рецессии из-за действий мировых центробанков. Хотя шансы на рецессию действительно растут, для нефтяного рынка преждевременно поддаваться таким опасениям, считают аналитики Goldman Sachs, чье мнение приводит агентство Bloomberg. Мировая экономика по-прежнему растет, и рост спроса на нефть в этом году должен значительно превысить рост ВВП, добавили они. Так, нефть марки Brent находится на уровне $103,58 за баррель, марки ВТИ на уровне $99,77 за баррель. Во вторник рынки захватила сильная волатильность, которая оказала сильную поддержку доллару, в результате чего золото, нефть и медь, чувствительный курс американской валюты, упали в цене. Из-за этого стоимость золота в среду утром находится ниже $1770 за тройскую унцию. Производство муки и зерновых в Таджикистане по итогам первых 5 месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 33%. По данным профильных ведомств экономического блока страны, более 186,6 тысяч тонн муки произведено в республике за 5 месяцев этого года. Этот показатель на 33,8% меньше, чем годом ранее. В январе-мае прошлого года было импортировано свыше 282,1 тысячи тонн муки. Отмечается, что мука в основном производится за счет импортной пшеницы. Таджикистан также снизил импорт пшеницы на 12,5% с начала этого года. По данным таможенной службы республики, за 5 месяцев этого года в страну завезено более 329,6 тысяч тонн пшеницы на общую сумму более $102,2 миллиона. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт пшеницы по весу сократился на 12,5%, а по стоимости вырос на 10,8%. За этот же период также импортировано более 16,8 тысяч тонн муки на сумму свыше $5,4 миллионов. Импорт этого товара также сократился по весу на 8,3%, а по стоимости вырос на 14,6%. По данным ведомств экономического блока страны, пшеницу и муку Таджикистан импортирует в основном из Казахстана. Ранее же сообщалось, что некоторые страны-экспортеры ввели ограничения на экспорт пшеницы, вследствие чего цены на муку выросли практически во всем мире. До начала июля в Таджикистане стоимость мешка 50-килограммовой муки первого сорта отечественного производства составляла 385 сомони. По статданным, цена на муку в Таджикистане за 5 месяцев этого года выросла на 22%. Председатель Национального банка Таджикистана Хаким Халекзода встретился с главой Центрального банка Швейцарии Томасом Йорданом. Как сообщили в Нацбанке, встреча проходила в рамках участия главы НБТ Хакима Халекзода в ежегодных совещаниях группы электората МВФ, который проходит с 3 по 6 июля в швейцарском городе Бад-Рагац. Собеседники обратили внимание на вопросы о расширении сотрудничества в направлении повышения квалификации сотрудников Национального банка Таджикистана путем обмена опытом и организации обучающих семинаров Центробанком Швейцарии, особенно по вопросам денежно-кредитной и валютной политики, комплаенса. А также другим важным вопросом, на котором стороны обратили внимание, стало установление корреспондентских отношений между банковскими системами Таджикистана, Швейцарии и других европейских стран, говорится в сообщении. Таджикистан увеличил импорт транспортных средств на 27,3% с начала этого года. По данным таможенной службы республики, сумма импорта транспортных средств за 5 месяцев этого года составила более $15,5 миллионов, что на 27,3%
больше, чем годом ранее. О количестве импорта транспортных средств не сообщается. По статданным, на внутреннем рынке автомобили реализованы на сумму более 3,2 миллиардов сомони. Также сообщается об экспорте транспортных средств на сумму свыше 3,2 миллионов при снижении на 1,6%, чем годом ранее. Напомним, что в республике производится сборка пассажирских автобусов и сельскохозяйственных тракторов.